2021 год. Каким он был? Продолжилась борьба с COVID-19. В январе началась вакцинация от коронавируса. К концу года число вакцинированных людей достигло 74% в республике. В марте был избран новый мэр Якутска Евгений Григорьев. Фотограф Алексей Васильев стал победителем самой престижной премии World Press Photo в области репортажного фото. Впервые в республике отгремел масштабный молодежный фестиваль Мусу Стар. Год был богат и на спортивные достижения. Вячеслав Дьяконов успешно дебютировал, выиграв Кубок чемпиона по многоборью. Наша Сардана Трофимова стала пятикратной чемпионкой России по марафону. Егор Филиппов стал пятикратным чемпионом игр Дыгына. Аял Лазарев – участник летних Олимпийских игр в Токио. Матрена Наговицына стала чемпионом мира по шашкам. Три якутянки – Алена Дмитриева, Анастасия Диадорова и Степанида Артахинова – приняли участие в Паралимпиаде 2020 в Токио, где Степанида Артахинова завоевала бронзовую медаль. Якутия столкнулась с сокрушительной силой стихии. В тушении лесных пожаров участвовали сотни добровольцев, десятки единиц военной техники. Другие регионы нашей страны не остались в стороне и оказали нам свою помощь. Дети из села Бясь-Куэль отдохнули в детских оздоровительных лагерях у моря. В кратчайшие сроки до наступления холодов полностью удалось восстановить село Бясь-Куэль. Сразу 5 депутатов из Якутии прошли в парламент Российской Федерации. Введены в эксплуатацию 4 новые взлетно-посадочные полосы в республике – в Якутске, в Нерюнгри, в Алёхминске и в Жиганске. Введены в эксплуатацию 220 километров автомобильных дорог регионального значения. Во время реконструкции дорожного участка на проспекте Ленина в Якутске были найдены старинные захоронения, которые предположительно относятся к 18 веку. 17 ноября в Якутске состоялось долгожданное открытие окружного шоссе. В столице республики построен кардиологический центр республиканского значения. Фильм «Ит» режиссеров Давыдова и Бурнашова стал призером кинофестиваля в Варшаве. Успешно прошла российская премьера фильма Костаса Марсаана «Итчи» в Москве. В апреле вышла вторая часть самого кассового якутского фильма «Агент Мамба. Трупак». Якутский фильм «Рядовой Черин» набрал более 6,5 миллионов просмотров на YouTube-канале Watch «Русское кино». Игру якутских разработчиков Fantastic The Day Before представили на мировом фестивале AGN FanFest. Компания Майтона первая в России создала метавселенную Майтонаверс. Доброе предназнаменование, символ наступающего года, амурский тигр, впервые за 50 лет посетил наш северный край.